самом начале августа в Браславе мы ожидали увидеть толпы туристов. Но летом 2020 года, видимо, было не суждено. Город выглядит пустовато и потерянно. Коронавирус обескровил туристическую столицу Беларуси, лишил ее музыкального фестиваля «Вива Браслав». Сюда мы приехали с одной целью – посмотреть, оправился ли город от пытки коронавирусом. Заработок, конечно, вообще, ждали. Во-первых, это такое самое основное, что проходит в Браславе. Все ждали. Вот так. Ой, это уже, можно сказать, заканчивается. Сезон начинается вот, когда майские теплые денечки. И вот уже погода, уже скоро, как говорится, льдинку забросит. И все, уже будет вообще мало людей. Да что здесь думать? Есть болезнь какая-то. Пройдет. Я из славного города Санкт-Петербург. О, вы из Санкт-Петербурга приехали сюда отдыхать. Да. Как вы защищаетесь от коронавируса? Да никак. Жив, здоров. И вы ничего, мяско не носили никогда? Не носил. Не считаю нужным. Приехали сюда погостить, поотдохнуть. Да, пока отпуск. Не боитесь ли коронавируса? Вот все-таки он же действует. Мы соблюдаем все меры. Маски, дистанция, руки промываем. Да что же бояться, уже все переболели. Конечно же, эхо коронавируса, оно есть абсолютно повсюду. Это же как и люди относятся. Кто-то, я говорю, вот мы стоим в магазине в очереди, кто-то соблюдает дистанцию, а кто-то прямо в затылок тебе дышит. Вот в Минске кафе все кричат, что очень плохо было, люди перестали ходить. Как у вас с этим? Так и у нас, конечно же, поменьше. Ну, В связи с коронавирусом, зато как и поменьше. В Минске уже говорят, что все назад. Сейчас уже как будто бы назад уже все есть отменяется. такое, да. Кайты, то есть катаемся, это кайтинг вообще получается. В Беларуси это, в Минске очень популярно, то есть в основном там люди катаются на Минском море, нам допустим, ближе Браслав мы сюда ездим. В плане там здоровья, там борьбы с вирусом, как тут бороться-то, что там, все равно общение у всех оно будет, есть, и тут уже все привыкли. Мы так особо в нашей компании, если честно, там никто там внимания на это не особо обращал. Нормально все, у нас мы не боимся. Вот такое ОРВИ, которое нужно пережить просто и все. Вы говорите, нет коронавируса, как это ощутилось? Как ощутилось? Нет, он, конечно, есть, это я так утрированно сказала, просто не заострять внимание, не бояться. У нас в принципе, все было, по плану, как должно было быть. Прекратили какие-то массовые мероприятия были, ограничено было посещение тоже, в поликлиниках. В очередях вы стоите в магазине, например, люди соблюдают дистанцию? В основном, да. Редко кто не соблюдает, но в основном, да. Сейчас уже расслабились, да, потому что и как-то приезжих много стало людей. А так в основном перчатки, маски, особенно первое время, все очень строго соблюдают. Здрасте. А мы хотим к главному врачу попасть. Он на консилиум ушел, время чуть позже подойдите. Через сколько минут это будет? Я даже не знаю, сколько будет продолжаться. Только недавно ушел. Здрасте. Если так говоря, риск его сегодня застать маловероятен. В Браславе должна была жизнь бить ключом, но мы практически не встретили людей. Даже попробовали зайти в райисполком, чтобы достать официальную статистику по заболевшим в регионе, но там готовились к избирательной кампании. Фиксируются единичные случаи, никаких вспышек нет. И добавили, все хорошо.
Артем Майоров, Александр Усикович, Еврорадио.